В этом году свое 60-летие отмечает Уснерский народный ансамбль танца «Золотинка». В составе ансамбля занимается более 100 участников разного возраста, от малышей до рабочей молодежи. Ансамбль давно стал визитной карточкой района. Его знают и любят в республике. Недавно группа основного состава ансамбля приняли участие в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества, который проходил в Китае. Вообще предложения, конечно, поступают постоянно. Все равно в любом случае все упирается, естественно, в финансы, но в этом году у нас как бы 60-летие. Это как бы не такая прямо дата, которая обычно юбилейную дату отмечают, да, она как бы является, не знаю, если можно так сказать, промежуточной юбилейной датой. И хотелось вот в рамках этого возраста, чтобы он запомнился, наверное, поэтому и организовалась вот эта вот поездка в рамках 60-летия. Естественно, всегда ездит основной состав. Кто много работает, тот и ездит. А кто много работает, потому что это все равно накладывает определенную ответственность, чтобы достойно представить не только свой поселок и район, но и республику в целом. Мы поехали по линии бриллиантовых ноток на этот фестиваль. Очень благодарны тем людям, которые откликнулись и помогли нам в организации этой поездки, потому что без них, естественно, ничего бы этого не могло быть. Главными спонсорами нашими, естественно, выступили наши родители дорогие, которые поддерживают нас в любой ситуации, за любой кипиш всегда. Без них, конечно, без их поддержки и участия ничего бы не было. Генеральным спонсором нашей поездки выступил у нас общество с ограниченной ответственностью «Аргос Голд», непосредственно в лице учредителя Стенина Ильи Юрьевича. Львиную долю спонсорской помощи непосредственно оказали они. Эта компания. Также очень большая благодарность Совету депутатов, которые поддержали нас и оплатили определенную часть нашей поездки. А также, конечно, непосредственно благодарность нашему непосредственному учредителю Виктории Николаевне Пономарчук, главе городского поселения. Мы с вами одна команда, единение, сила, дух. Готовы? Поехали. Выйдите, зажгите. И раз, два, три. Что это был за конкурс и какие танцы вы повезли в Китай? Вообще это был фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества, многожанровый. Непосредственно в хореографии там был и вокал, и инструментальное искусство, и хореографическое искусство. В хореографическом искусстве, конечно, присутствовали все направления. Мы непосредственно выставлялись в двух номинациях. Это народный танец и народный стилизованный танец. В народном танце мы представили два народных танца. Это корякский танец у моря в постановке Кима Александра Андреевича, который занял у нас как раз-таки гран-при. И венский круговой танец Хэджи, непосредственно в моей постановке. Он у нас занял лауреата второй степени. Эти два танца, они были под живое сопровождение. В номинации «Народный стилизованный танец» выставили две постановки руководителя Винокуровой Нарьяны Семеновны, Джагай «Небесные лошади» и Аралчинбу «Олени скачки». Оба танца заняли первое место. Ребята, участники ансамбля, рассказали нам порой очень эмоционально о своих впечатлениях. На вопрос «О чем вы хотели с помощью танца рассказать в другой стране?» прозвучал вполне серьезный ответ. Я поехал в Китай, чтобы представить жителям Китая свою родину своими танцами, чтобы они посмотрели, как и чем мы тут занимаемся. Получилось? Да. У них все получилось. И уже с удовольствием ребята вспоминали о том, где побывали и что повидали. У нас был гид, его звали Денис.
он был классный мужик, он нас хорошо встретил. Да, надо Рассказывал много интересного. Пел с нами песни. Пел нам песни, да. не задавай вопрос. На китайском? Нет, на русском пел. И на да. китайском. Водитель его наш просвистел песню «Катюша». Да, водитель тоже был. Музыкальные у нас были товарищи. Да. Да, молодец. Все, А продолжим. вы вообще ощущали вот языковой барьер? Нет. Да. Да. Нет. Ну, Что такое языковой барьер? мы просто конкретно, вот именно с народом, мы особо не общались. То есть у нас был, мы в основном с гидом разговаривали, а на местах редко. Ну, только в Диснейленде, может быть, было такое, что вот был языковой барьер, когда мы все с переводчиком. Когда по магазинам ходили, Да, то же самое в продавцы, магазинах да. тоже, да. Но там в магазине можно так, по наитию понять. Пальцем. Да, пальцем Сотрудниками. показать мне вот это, вот это. Также мы сходили в сафари-парк, увидели много разных животных, от медведей до фламинго. В океанариуме были, там рыбки плавали, черепахи, акулы. Такие большие, прям большие такие. За день до конкурса я начал собирать костюмы в номере, уже смотрю, там собираю костюмы. И понимаю то, что я забыл атрибут, я забыл махалку. Я звоню ей в номер. Алло, Марьяна Васильевна, отвечает Лена Стенина. И говорит, я взяла запасную махалку. Я так вообще выдохнул, меня как будто накачали гелием. Вот так. Прыгал по номеру, как воздушный шарик. Впервые побывал в Китае, и мне больше всего понравилась их культура. И в первые дни, когда проходили репетиции, много народу собиралось посмотреть на наши танцы. И мне больше всего понравился Диснейленд, и Шанхай этими популярен. Ну, и кратче скажу, мои ожидания были больше. А где вы репетировали? На На улице, На Вот парковке. это. рядом, на парковке. На Возле парковке. отеля. Тепленько, свежо, Влажный воздух, прохладно, темно, никто не видит наших. А вообще погода какая была в Китае? тепло. Первые дни было тепло, а потом, когда... Слишком важно было. Чем меньше дней нам оставалось находиться в Шанхае, тем Шанхай становился грустнее, Да. потому что мы уезжаем, Годы. там уже все холодно, дожди, вот это все началось. Первые дни было тепло. Рейс задерживали из-за дождя. Да, был ливень, прям ливень, когда мы уезжали. Плакал Шанхай. Ходили по торговым центрам, много скупили вещей. Пришлось покупать даже запасные чемоданы, чтобы провести ручную кладь. Но с собой мы в Китае брали 4 номера. Корякский, Роучинву, Хэджа и Дюэгэй. Заняли мы 2 лауреата первой степени, лауреат второй степени и гран-при за корякский танец. Надо сказать, в ансамбле по-прежнему танцуют уже работающие молодые люди. К примеру, Таисия Фейерабенд. Она в «Золотинке» с 5 лет, танцует до сих пор. Но в этой поездке была в группе звукового сопровождения. Кстати, звуковое сопровождение кто у вас был? Марьяна Васильевна, Лена Стенина и Таисия Фейерабенд. Это они полностью все... Нет, конечно. Нет, Мы это- сами пели много. Да, сами пели. Они были как украшали нас песнями, а мы там крики, звуки. Вот это все мы. Но это вот именно на хедже На пели мы, Пели а мы. они украшали. А на корякском танце они пели, а мы им подпевали. Да, поменялись.
Там же не просто поездка на фестиваль, там же мы посещали различные музеи, интересовались культурой Китая, они узнавали другую культуру, другую страну, как люди живут, смотрели. Это все очень полезно. Общались с людьми другими, не с российскими. Это было, конечно, большой опыт и очень интересно. Опять же, организация концерта своя, сцена, музыка другая, все другое, интересное, по-новому. Конечно, это очень полезное занятие. Сколько это дней? Вот успели сходить и в музей, в храм Нефритового Будды мы ездили, в музей технологий, очень интересно было, там различные технологии, роботы, там же очень развито все. Как раз Шанхай очень технологический город. И также мы были в Диснейленде, целый день там с детьми провели, там было очень весело. Внутренний ребенок был очень рад, потому что это, наверное, каждого человека детская мечта была попасть в Диснейленд. А в Шанхае он очень большой, интересный, там разные аттракционы, конечно, было здорово. Также мы были в сафари-парке, в океанариуме. В общем, много различных занятий у нас были за это время. Хорошо встречали? Хорошо встречали, очень доброжелательно. И да, даже по улице вот спрашивали, вы откуда? Мы говорили, из России. Мы говорили, там мы с Россией друзья. Очень доброжелательно встречали, хорошо везде. Все очень организовано было, прекрасно. А как реагировали на ваши костюмы меховые? Ну да, мы вообще значительно отличались там, конечно. В основном коллективы были русские народные, вот такие вот танцы. И на наши не похожие. Мы, конечно, выбивались из общего вида сильно, потому что и костюмы такие, у нас и бубны, и вот эти все рожки-ножки. Все рассматривали, ой, это что? Там спрашивали, из чего сделано. Там даже пробовали постучать. Интересовались, конечно. Ну вот благодаря этому конкурсу наградой нашей было вот это приглашение выступать в Кремле. Конечно, очень интересно, хочется выступить в Кремле. Никогда мы не выступали там, чтобы «Золотинка» прозвучала. В конце концов, уже на всю Россию. Прекрасный подарок за первое место, отличный. Я так считаю, что вообще замечательная награда. То, что нужно.